Продолжаем наш эфир буквально с корабля на бал. Только завершился матч старших команд. Взяли мы интервью у футболистов, тренеров. Так уже нужно снова смотреть матч. А мы только этому и рады. Якутска в возрасте до 16 лет на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. Идет в лицевую. Передача назад. Ушаков играет пяткой. Будет ли удар по воротам? Нет, не будет. Будет вынос мяча. Подбирал ногу Никита Филиппов. Да так и не подобрал. А теперь вспомните, чем вы занимались в 14 лет. Вот Кирилл Мордасов уже имеет взрослый контракт. Ну, а Паламарчук имеет первый забитый мяч. Или это не Паламарчук? Смотрите, там два очень похожих парня. Нет, это не Паламарчук. Прошу прощения, это Александр Кокорников. Их сейчас очень легко спутать. Два короткостриженных парня. Видимо, так и осталось вспышкой. Попадание в штангу. А дальше хабаровчане себе мячик с удовольствием забрали и продолжают атаковать. Евич. Очень важный игрок медийной команды СКА. А тем временем делает дубль Александр Кокорников. Так, глядишь, и оставит на всю карьеру такую минималистичную прическу Кокорников. Уйба. Подача в штрафную. Удар по воротам. Не точно. Передача на Кокорникова. Тут возвращает мяч в штрафную. Можно бить, и гол. Никита Филиппов отправляет мяч в дальний угол. И счет становится 3-0. 30 минут позади. И 3-0. Раз в 10 минут в среднем забивают хабаровчане. А для Никиты Филиппова это 10-й мяч в сезоне. Футболисты ощущение планируют прессинговать только ближе к центру. Но вот сейчас ошибка. И какой подкат Зарецкого. Удар, еще один подкат. И ну вот это самоотверженная игра оборонцев. Сами придумали, сами напортачили и сами же исправили. Сейчас счет по-хорошему должен был становиться 3-1. Кокорников переводит на Уйбу. Уйба в центр. Удар. И едва-едва не ошибся Илья Козырев. Там еще и коршуном летел Лев Ушаков. Снова Филиппов. Атака 2 в 3. Бьет поворотом Филиппов. И все-таки забивает. Забивает СКА Хабаровск. Кирилл Мордасов. 21 гол в сезоне. Даже как-то жалко по-человечески Илью Козырева, который справился с непростым ударом и вроде бы должен был уже этот мяч со второй попытки накрыть. Но чуть-чуть не хватило. Мяч у гостей. Подача в штрафную. Удар через себя. Какая бы красота сейчас состоялась. Даже жалко. Жалко, что не забил Даниил Мирошниченко. Лучший бомбардир своей команды. Играет налево. Классная передача. И мяч все-таки не попадает в ворота. Падение в штрафной. И только угловой назначает Апоздеева. Ну, не знаю, в любом случае обратная замена всегда неприятна в футболе, как во взрослом, так и в юношеском. Мог оформить голевую передачу Поздеев, если бы Мирошниченко все-таки забил. Момент для Мордасова. И вступает в игру Тамерлан Оздоев. Никак не хочет он пропускать. Тройные ряды якутская команда. Так, и что здесь? Судя по всему, пенальти.
Так и есть. Удар и четко в угол направляет мяч. Распечатали все-таки и Тамерлана Аздоева, пусть и с пенальти. 5-0. Тимур Шляхов. Передача в центр. Мардасов бьет и гол. Но вот это уже было красиво. Мардасов с левой ноги оформляет дубль на радость своих старших партнеров из команды СКА 2007. Всем все очень нравится. И счет становится 6-0. 6-0. Это оценка всего сезона, если хотите, для СКА Хабаровск. Команды Ю-16. Ну все. Вот и финальный свисток. Поздравляем СКА Хабаровск, во-первых, с заслуженной победой, а во-вторых, с заслуженным чемпионством в этом сезоне.